Здравствуйте! Давайте сегодня рассмотрим слова бар, есть, юг, нет в предложениях. Например, эш – это работа, эште – на работе, эште – üstel – стол, бар – м. То есть, когда мы говорим об утвердительном предложении, да, мы говорим эште üstel бар. Точка. Это означает, что стол есть на работе. Если мы хотим сказать, что это отрицательное предложение и стола нет, мы скажем эште üstel юг. Чтобы задать вопрос, мы добавляем м. Можем добавить и к бар, и юг. Бар м есть, юг м нет. Эште üstel бар м? На столе, на работе есть стол? Или эште üstel юг м? На работе стола нет? Бульме – это комната. Бульмехе – это чья-то комната или чего-то. Бульмехенде üstel бар м? Бульмехенде üstel юг м? То есть в комнате есть стол. Уның, например, уның, его. Уның бульмехенде üstel бар. Утвердительное предложение: в его комнате есть стол. Уның бульмехенде üstel юг. В его комнате нет стола. Далее. Üstel – стол, üstelде – на столе. Üstelде – китап бар. Китап – книга, есть. На столе есть книга. Üstelде – китап бар. На столе нет книги. Üstelде – китап юг. То есть вот это вот окончание показывает как принадлежность к чему-то. На столе нет книги. Далее. Кресло-ла. Мендер бар. Кресло, мендер подушка. Итак, кресло-ла, на кресле есть подушка. Кресло-ла мендер бар. Кресло-ла мендер юг. На кресле нет подушки. Если мы хотим задать вопрос, кресло-ла мендер бар ма? Кресло-ла мендер юг ма? Далее, ултыргыз – стул, укаусылар. Ултыргызта – на стуле, укаусылар бар. Есть ученики. Если множественное число, ултыргызтарда, укаусылар бар. На стульях есть ученики. Мектеп – школа. Ну, правильнее будет по смыслу, наверное, укаусылар мектепте. Мектепте укаусылар юг. В школе учеников нет. Чтобы задать вопрос, мектепте укаусылар бар ма? В школе есть ученики? Или мектепте укаусылар юг ма? В школе нет учеников. Рассмотрим примеры. Эш бульмехенде. Рабочая комната, в рабочей комнате. Телевизор юг ма? Телевизора нет. Üstelde китап бар ма? На столе есть книга. Кресло-ла мендер юг. На кресле нет подушки.